Это итоговый выпуск новостей. Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Советник гендиректора Роскосмоса заключен под стражу и обвиняется в госизмене и передаче секретных данных разведки Чехии. Новые технологии плотно вошли в нашу жизнь. Останутся ли они после коронавируса или все вернется на круги своя? Мнение экспертов. Облагородить свой двор и получить за это денежный приз. В Мирном проходит традиционный конкурс «Мой дом, мой двор, мой подъезд». Следком возбудил уголовное дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По версии следствия, глава региона является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Сейчас следком продолжает сбор доказательств его вины. По последней же информации, следком проверяет Фургала на причастность и к другим тяжким преступлениям. Их, по предварительной информации, он совершал на территориях Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. В ближайшее время ему предъявят обвинения. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте. В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы 4 активных участников организованной группы, которым уже предъявлено обвинение. Следователями продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях. Проверяется их причастность и к другим особо тяжким преступлениям. Лефортовский районный суд Москвы во вторник заключил под стражу советника гендиректора Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. Срок содержания под стражей до 6 сентября, то есть на 2 месяца. Его обвиняют в государственную измену. Сафронова подозревают в передаче секретных данных разведки Чехии. Адвокаты намерены обжаловать решение в Мосгорсуде. Судебный процесс, вероятнее всего, и в дальнейшем будет проходить тоже в закрытом режиме, но пока у нас идет следствие предварительно, напомню. Следствие, вероятнее всего, будет долгим, как оно обычно проходит по этим делам, поэтому никто здесь никуда не спешит. В дальнейшем, поскольку здесь имеются сведения, составляющие государственную тайну, опять же, повторюсь, по мнению следствия, сторона защиты с ними не знакома, то да, мы можем ожидать, что в дальнейшем тоже это будет в закрытом режиме проходить. К новостям в нашем регионе. Новые очаги коронавируса выявили в Мегино-Кангаласском районе. По информации регионального оперативного штаба, в Якутии за сутки 58 положительных результатов на COVID-19. Из них 49 в Якутске и 9 в районах. По 2 случая в Нерюнгринском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском. Там зарегистрированы новые очаги. Эпидемиологи сейчас отрабатывают контакты. Единичные случаи в Намском, Татинском, также Верхоянском. Туда вылетела оперативная группа для оценки ситуации и координации дальнейших действий. Также замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина прокомментировала работу по забору анализов на коронавирус в Якутии. На сегодня непосредственно, несмотря на то, что достаточно часто возникают вопросы, что не берут тесты на новую коронавирусную инфекцию, на территории республики продолжают работать непосредственно 11 лабораторий. Есть также дополнительные лаборатории у нас в иных точках, в больницах стали появляться дополнительные лаборатории. Всего у нас на территории республики взято за весь этот период около 250 тысяч тестов на коронавирус. Это очень большая цифра, по моему мнению, исследований. И, в общем-то, она говорит и о таком достаточно слаженной качественной работе. По статистическим оперативным данным, порядка 8,5 тысяч детей на сегодня выехали из Якутска на территории районов. Все они встали на медицинское наблюдение. Кроме того, на севере региона на сегодняшний день действуют 22 летние площадки. Впервые в республике именно дети, которые выехали неорганизованно, проходят своего рода вот такой медицинский профилактический учет и, соответственно, находятся под наблюдением медиков. Я думаю, что это даст возможность и вовремя локализовать, например, распространение инфекции, но и также вообще, в принципе, провести определенную профилактику деткам, которые уехали в деревню к своим бабушкам и дедушкам. Роспотребнадзор Российской Федерации разрешил вывоз детей из арктической зоны республики.
Ольга Балабкина подчеркнула, что такое право имеют только дети, живущие в арктической зоне. Ребятам же из других районов республики рекомендовано отдыхать в пределах своих территорий. Глобальная трансформация происходит на рынке труда. На фоне пандемии тотальная нагрузка пришлась на интернет-ресурсы. Многие компании до сих пор работают удаленно. Более того, в нашу жизнь стремительно ворвалась автоматизация. К чему приведут такие технологические шаги? Смогут ли роботизированные системы заменить настоящих специалистов? Узнаем в материале Айсены Бурнашовой. Инженер-разработчик одной из петербургских компаний Сахая Бурнашова проектирует модем для системы телеметрии прямо у себя дома. На удаленке девушка уже 3-й месяц к онлайн-формату работы привыкла и видит одни плюсы. На эффективность никак не сказалось, наоборот, объемы работы возросли. Но мы справляемся, нам очень удобно. Мне лично руководство даже предложило полностью перейти на дистанционную работу, и теперь я имею возможность работать из Якутска, например. И таких сотрудников на удаленке по всей России насчитывается более 2 миллионов. Тысячи компаний по всей стране перевели свои процессы в онлайн-режим. Эксперты не исключают, что эта тенденция сохранит свои позиции до осени. Все, что касается обслуживающей истории по офисам, это точно просядет отрасль. А что касается профессий каких-то других, я не думаю, что что-то глобально поменяется. Все, что касается офисных сотрудников, я думаю, что просто чуть реже они станут появляться, а профессии не исчезнут. Скорее, вот именно это обслуживающая история. Тем временем компании не только перевели своих сотрудников на удаленный формат, но и постарались максимально автоматизировать задачи. Так, с космической скоростью в нашу жизнь ворвались постаматы, роботизированные колл-центры и RPA-системы. По оценке экспертов, робот пока не сможет полностью заменить специалиста, но выполнить определенные задачи вполне, поэтому расслабляться не стоит. Потихоньку тенденция кусками автоматизировать процесс, она идет. Сейчас она ускорится очень резко, а дальше мы не знаем. То есть все, что имеет добавленную стоимость, где человек может и должен давать вот эту необходимую чуть больше сложность, чем механика, здесь останется человек. Но человек при этом должен развиваться, собственно. Айсена Бурнашова, Санкт-Петербург, Москва. Более сотни пожаров действуют на территории Якутии. За сутки возникло 35 новых очагов и 81 пожар ликвидирован. Таковы данные авиалесоохраны и регионального МЧС. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского и Мирнинского районов. Там зарегистрировано 67 очагов. На тушении работают более 7,5 сотен человек и 100 единиц техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников лично ознакомился с ходом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в Хангаласском районе он проверил отрезки автодороги УМНАС. Всего в этом году в Хангаласском районе запланирован ремонт и укладка порядка 30 километров дорог. В целом в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» производится ремонт 186 километров полотна. Дорожные работы ведутся на 58 объектах. На реализацию предусмотрено порядка 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Согласно графику работ, до конца сентября планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта и 7 объектов в октябре этого года. Оставшиеся 28, на которых ведутся дорожные работы, относятся к столице республики. Сейчас у нас начало июля. Надо отметить, что в принципе подрядчики по региональным дорогам уже приступили повсеместно. У нас же реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По региональным дорогам в этом году мы должны ремонт и строительство 186 километров сделать. Почти все региональные дороги в этом году подпадают под нацпроект. В целом надо отметить, что по региональным дорогам мы справимся. Видим, что планы у нас своевременно выполняются. Мы и конкурсные процедуры провели в установленные сроки.
Случаи нападения собак на людей участились в Якутске. Ежедневно в местный травмпункт обращаются от 10 до 20 человек. Всего за прошедший месяц почти 120 горожан, более 40 из которых дети. Неблагоприятными районами столицы, где наблюдается большое скопление собак, выделяют Цесарский и Строительная округа, ГРЭС, Белое озеро, район рынка Монетах, а также микрорайоны Марха и Хатасы. Медики призывают жителей быть осторожными при встрече с собаками. При укусе же немедленно обращаться в травмпункт республиканской больницы номер 2. Это здание скорой помощи. При поступлении таких пациентов сразу же оказывается экстренная неотложная медицинская помощь. Это первичная хирургическая обработка раны, иногда с наложением швов. Что еще? Обязательно собираем эпиданамнез, и на основании которого ставится профилактическое лечебное назначение антирабической вакцины. Также ставится по показаниям противостолбнячный анатоксин. Облагородить свой двор и получить за это денежный приз. Ежегодно в преддверии празднования Дня города, а также алмазодобытчика в Мирном администрация проводит конкурс по благоустройству «Мой дом, мой двор, мой подъезд». Принять в нем участие могут как владельцы частных домов, так и целые предприятия. Подробнее расскажет Анна Винокурова. Пчелки из яйца киндер, свинка из старой пластиковой бутылки и солнышко из монтажной пены. Марина Щербач, украшая свой двор поделками, одновременно заботится об экологии. Дает вторую жизнь, казалось бы, ненужным вещам. В конкурсе «Мой дом, мой двор, мой подъезд» Марина участвует в 5-й раз. Творит в свободное время. Самое сложное — цветочки вырастить. А все остальное вроде бы получается делать. Другие участники конкурса цветы выращивают десятками тысяч. Во дворце спорта «Кимберлит» к лету начинают готовиться еще зимой. Вся эта красота – дело рук одного человека. Озеленитель спорткомплекса Раиса Анатольевна Каблаш сначала зимой в кабинетах сажает семена, уже потом выращивает саженцы в теплице. Вы знаете, когда любишь свою работу, это несложно, это удовольствие. Ну, конечно, тяжело землю, особенно просеивать для саженцев, потому что в обыкновенную землю не посеешь. Нужно мешать там песок, торф, все это перемешивать. Но зато, когда видишь свои результаты, это радует. Победителей конкурса «Мой дом, мой двор, мой подъезд» определяют по 5 категориям. Это многоквартирные, деревянные, каменные и частные дома. Предприятия города, также индивидуальные предприниматели. В этом году в конкурсе «Мой дом, мой двор» 13 претендентов на победу. Некоторые предприятия участвуют больше 3 лет подряд, ежегодно совершенствуя свой двор. Салон цветов «Кристина», участвуя в конкурсе, решили поймать 2 зайцев сразу. Показать рекламные образцы не может быть стать обладателями денежного приза. Из нового мы посадили растения в вазонах, которые мы реализуем. Также мы их сами изготавливаем. Чтобы клиенты видели, как их можно засадить. Свою территорию мы каждый год облагораживаем. Также у нас растут однолетние растения на клумбах и многолетние. Итоги конкурса «Мой дом, мой двор, мой подъезд» будут известны ко дню рождения Мирного. Те, кто облагородил свой двор лучше всех, получат денежный приз на сумму 50 тысяч рублей. Обладатели 2-го места – 30 тысяч. И по 15 тысяч рублей вручат тем, кто замкнул тройку призеров. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В первую очередь производственных зданий в Тор-Якутия введут до конца года. Универсальные производственные объекты предназначены для сдачи в льготную аренду резидентам. Они строятся с 2019 года. На площадке Капитоновка за счет средств бюджета Якутии теперь у резидентов появится возможность льготной аренды площадей на первоначальном этапе до постройки собственных производственных зданий. Сегодня на 2 торах – Якутия и Южная Якутия – действуют 38 резидентов с инвестиционными проектами на общую сумму 122 миллиарда рублей. Они занимаются созданием более 9 тысяч новых рабочих мест. В новом учебном году школы изменят формат линеек на 1 сентября. Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, мероприятия проведут с учетом санитарных и эпидемиологических требований. Кравцов подчеркнул, что Минпросвещение не намерено отказываться от очного формата. Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.
Насколько реально завести в условиях крайнего севера голубей? Житель Ленска ответил на этот вопрос делом. А наш коллега Роман Токмаков о том, как чувствуют себя пернатые в Западной Якутии. Чтобы насладиться красотой птичьего полета, жителю Ленска не нужно пересматривать известную советскую картину. У Бориса Протопопова голуби живут на чердаке. Рыжие, серые, белые, в крапинку, каких только нет. Любовь к пернатым появилась лет 10 назад. Первых голубок взял у друга. Зачем они мне нужны, сопротивлялся. Ну, в итоге сына попросил, он сделал им голубятню в крыше. Стеколочка вырезали. Ну, вот это было 7 или 8 лет назад. И вот за 7 или 8 лет назад мы развели у нас больше 30 голубей. Птицы неплохо прижились на чердаке частного дома. Дружат с воробьями, делятся с ними едой и подчас ведут неравный бой с коршунами, которые прерывают жизни некоторых пташек. Хозяин маленького птичника, несмотря на различные аспекты владения голубями, не готов расстаться со своим хобби. Подсвистываю, они на каждый свисту переворачиваются, кто восторг получаешь. У меня приезжали гости с Москвы, с Украины приезжали гости, и все вот выходим и стоим, и все улыбаются, все довольны, что голубь любовь. Упоминание в голубе даже в Евангелии есть, что когда Иоанн крестил Христа, Дух Господень спустился в виде голубя. А еще голуби завсегдатые местных торжеств, будь то свадьба или годовщина. Пернатые людям нравятся. Голуби на севере птицы нетипичные, при том, что в других городах России встречаются на каждом шагу. В старину они заменяли почтальонов, помогали в аэрофотосъемке, а также есть такое понятие, как голубиная охота. Но самое приятное во взаимодействии с голубем – это смотреть, как он летает. Ведь в этот момент становится так легко. Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание. До свидания.